Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной поклон всем тем, кто делает донаты. Огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отливочки звучит так: чему быть, чего не миновать. Мои дорогие, вы можете загадать свой срок, а можете довериться судьбе. Настраивайтесь, посмотрите на песочек и задайте такой вопрос: чему быть, чего не миновать. Надеюсь, вы настроились. Я убираю назар и давайте будем смотреть. Попрошу я высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Ну что, давайте посмотрим, чего же вам ждать, чего же вам не миновать. Так, ну, смотрите, я вижу тут момент заслуженного отдыха. Заслуженный отдых придет после какой-то острой ситуации, после, как знаете, буря в стакане. Почему в стакане? Да потому что это какая-то локальная ситуация, которая вызовет, может быть, стресс, может быть, вызовет переживание. Но переживание, оно пустое идет, да, то есть просто эмоция, пойдет сильная эмоция, переживание либо за себя, либо за кого-то, либо за ситуацию. Какое-то, может, даже ежеминутное, да, секундное волнение, потом вы успокоитесь. Но вы так распереживаетесь, что вы скажете: все, я буду отдыхать. То есть я вижу здесь отдых, причем отдых достаточно продолжительный, и, возможно, даже отдых не один человек отдыхает, а вот семья отдыхает, да. Вот вся семья переволновалась, либо распереживалась, а потом они все такие думают: поедем мы-ка отдыхать. Просто здесь вот семейная идиллия, когда люди отдыхают. Причем отдыхают очень-очень хорошо. Может быть, спонтанное какое-то решение ехать на отдых, либо переживания из-за того, что состоится ли этот отдых, стоит ли нам ехать, может быть, все переиграется, то есть какие-то опасения. Я вижу, что все будет замечательно, что вы хорошо отдохнете, хорошо проведете время. Следующий момент. У вас тут препятствия на вашем жизненном пути. Эти препятствия вам создает человек, который, ну, скажем так, он это делает специально. То есть есть ситуации, которые по себе идут немножечко такие, знаете, проблематичные. А этот человек, он еще туда и усиление придает. То есть, ну, допустим, да, пример, утрированно говорю, вы идете, перед вами, ну, там, яма, да, вы ее перепрыгнули, дальше пошли. А вот этот человек, он туда трактор подгонит и раскопает, что прям там не яма, а котлован был, да. То есть человек это делает специально. Почему? Потому что очень важно этому человеку, чтобы прибегали к нему, к его услугам, просили его о помощи, просили его о советах. То есть человек такой, знаете, хитрый манипулятор, который бы очень хотел, чтобы ему все подчинялись. И такими вот сложными путями он, ну, расширяет свой, там, я не знаю, ареал влияния, да, вот такой человек. Мои дорогие, у кого-то это может быть муж, у кого-то это может быть, например, ну, кто-нибудь из родственников. Например, может быть мама, свекровь, да, то есть как бы бабушка. Но есть такой человек, ну, который хотел бы всех контролить-кошмарить. Так, мои дорогие, дальше. Я у вас вижу животное. Вот вы как хотите. Выходит животное, это может быть в прямом смысле животное, но животное собака, причем достаточно крупная, это не мелкая собака. Либо вы заведете это животное, либо вот кто-то вам даст это животное, либо вы будете думать, куда бы свое животное пристроить. Также это может означать появление в вашей жизни очень хорошего, надежного, стабильного друга. Человек, знаете, вот по большой собаке человек возрастной, постарше, чем вы, и человек может быть при статусе, при возможном влиянии, да. Авторитетный человек, кстати, может еще быть. Так, смотрите дальше. У вас идет человек, который к вам будет стучать в дверь. Человек буквально может прийти к вам, постучаться и что-то вам там говорить, предлагать, обещать. Человеку очень важно с вами вступить в контакт, в диалог. Человек может быть не чист на совесть, и его предложения могут быть, ну, такими, знаете, хитрыми и в его же собственных интересах. Да? Человек может быть обманщиком, лицемером,
лжецом, да, и не манипулятором, а скорее вот мошенником, да, вот. Что-то будет предлагать ненужное по высокой цене, либо... То есть, понимаете, человек попытается вас обмануть, ограбить, отобрать, лишить. То есть какой-то вот момент неприятный. Но я вижу, что вы этого человека сразу раскусите, да, поймете, кто перед вами, и у вас... Ну, прям такая вот возможность, да, благодаря еще вот этому, например, другу, либо вашей собаке, если в прямом смысле слова смотреть на этот рисунок, вы этого человека выгоните. Причем выгоните так, что вы его прям как чуть ли не опозорите, да, может быть, и опозорите, что все вот увидят и услышат. Знаете, этому человеку от вас очень достанется. И я вам даже больше скажу, вы очень сильно повлияете на этого человека, возможно, благодаря вашим каким-то словам, либо вашим поступкам, но человек там о чем-то задумается. Я не могу сказать, что может там бросить свою алчную деятельность, но о чем-то задумается. Так, дальше у вас идет преграда. Преграда, которая обязательно в вашей жизни произойдет на вот брак, либо в браке, либо на брак. Если вы хотите замуж, да, и ваш любимый никак там не может сделать предложение, либо приехать к вам, либо вот между вами расстояние, никак его не преодолеть, либо он слишком долго запрягает, да, непонятно, что он там думает, на что он там решается. То есть у вас есть преграда, но преграда идет не от страха человека, а от третьих людей, да. То есть смотрите, вы хотите, и он хочет, да, но есть кто-то, либо что-то, вот внешнее какое-то обстоятельство, вот оно, которое очень сильно вот влияет, и, ну, как говорится, его не обойти, не объехать. Это могут быть законы, это могут быть какие-то правила, это могут быть даже, ну, например, человек там до конца не может развестись, да, либо человек находится под судом, либо под следствием, да, то есть как бы момент, не позволяющий людям сойтись и быть в паре, да, быть в любви, перебывать в любви. То есть вы на своего человека там особо не обижайтесь, да, понимаете, что не только он виноват. Есть более конкретные обстоятельства, которые не пускают. Так, для тех, кто в треугольнике, тут может быть и треугольник, и четырехугольник. Я вижу, что вы влюблены, я вижу, что там человек влюблен, но там человек трусоват и хитроват. То есть тому человеку ему нужен прям, знаете, как взбучка, наверное, да, чтобы человек наконец-таки понял. Пока вы даете ему шансы, пока вы к нему там каждый раз возвращаетесь, пока он вам интересен, но он как бы делать ничего не будет. Но только в момент, когда он поймет, что он вас потерял, либо теряет, только тогда он начнет активизироваться. Знаете, тут ситуация может быть такая, что абсолютно несчастные люди. То есть вы несчастны в своей семье, и он несчастен в своей семье. Но при этом и вам жаль что-то там ломать, перекраивать, и ему то же самое. Но вы более решительная. Вы вот в ваших отношениях, вы более вот как с мужской энергетикой идете. Вот, так что если хотите отношения, если хотите этого человека себе, вы должны, ну, либо сымитировать, что вы расстаетесь, либо действительно на какое-то время расстаться для того, чтобы человек одумался, осознал, насколько вы важный, нужный человек, и чтобы к вам пришел. Дальше. Здесь, кстати, может быть и треугольник, там, где в треугольнике мама. Понимаете, не жена, мама. Если ваш парень, он мамочкин сынок, и там женщина, ну, вас недолюбливает, такое тоже бывает, то там женщина, конечно, смертный бой примет. Она просто так не сдастся. И только лишь, например, если вы забеременеете, либо, ну, например, она узнает, что вам там осталось жить буквально там 2 месяца, только тогда она может согласиться. Вы извините, что я так говорю, не дай бог, конечно, но то есть как бы там должно что-то вот быть из ряда вон. Иначе эта женщина, она не понимает, что она губит жизнь своего сына, она не понимает, что она абсолютно подмяла под себя всю ситуацию, и что так нельзя, что это чистой воды эгоизм. Но вот у нее такая своеобразная материнская любовь. Вы знаете, там, конечно, хитростью и смекалкой нужно брать эту женщину. Да, тем более я вижу, что вы тоже не такая простая, и не такие высоты вы брали, и не такие высоты вы сможете взять. Поэтому все зависит от вас, от вашего интереса и от вашего желания конкретно к этому человеку. Я сразу говорю, легко не будет. А вы уже дальше сами думайте, решайте. Придумывать будет эта женщина какие-то фокусы.
фокусы-покусы, она будет, может быть, болеть продолжительно, да, и парень не сможет с вами встречаться, общаться, то есть, знаете, будет с ней там сидеть, за ней ухаживать, и она будет кайфовать от этого. Запросто может быть. Если уже такое происходит, знаете, что она просто придуривается, ничего там нету, она его просто держит, извините, держит, и, ну, держит как может, как умеет, да, такой момент тоже есть. Дальше. Для тех, кто в семье, в хороших семейных добрых отношениях, но у вас, возможно, охлаждение идет, да, вы охладили друг другу, либо мужчина ведет себя так, как будто бы ему вообще уже ничего не нужно, и его ничего не интересует. То есть, если вы в таких отношениях и попали в такую ситуацию, то вы должны понимать, что ваш мужчина чем-то болен. Здесь болезнь может быть как и физическая, да, вот приболел и скрывает, там, боится вам рассказать, может, простата, может, еще, не дай бог, какая-нибудь гадость приключилась. А может, человек болит душевно. То есть у человека может быть кризис, например, среднего возраста, когда человек переоценивает, да, переосмысливает свою жизнь и понимает, что ага, а мне-то уже там 45, либо 50, а я-то в жизни ничего особо там хорошего не видел, не добился. И вот уже старость на носу и прочее, прочее. Ну, знаете, как бы смешно звучит, но на самом деле у человека может быть очень серьезные переживания. Мои дорогие, ну тут нужно действовать активно, вести его по больницам, по врачам, где что болит, да, либо к терапевту, ну, как в поликлинику к терапевту вести, обследовать, либо вести к психологу, да, и лечить ему душу, потому что человек, ну, реально, ему очень тяжело. Он не потерял к вам интерес, он скорее потерял вкус и ощущение жизни, вот этот момент. Но этот момент, понимаете сами, да, он со всеми может произойти, никто от этого не застрахован. Дальше, если у вас все хорошо, но мужчина ведет себя странно, вы можете подозревать наличие другой женщины. А я вам скажу, там не женщина, там мужчина. Но не в том смысле, что вы думаете. Скорее всего, есть какой-то друг, либо какой-то новый товарищ, либо не новый товарищ, который мутит воду. Человек, будучи закоренелым подкаблучником, начинает там, ну, как говорится, свистеть, да, направо и налево, что вот подкаблучником это быть грешно, плохо и прочее, прочее, позорно, да, для настоящего пацана. И ваш добрячок, простачок, он все это слушает и принимает за чистую монету. Вот поищите этого мужика и вот как следует с ним поговорите, все поменяется. Дальше. Здесь еще момент, когда женщина может проживать со своими детьми, либо взрослыми, либо вот подростками. Здесь могут быть в семье вот разногласия, да, потому что одни люди туда смотрят, другие в другую сторону. То есть нет мира и покоя, потому что у каждого свои взгляды на жизнь, и каждый пытается отстоять свою зону комфорта, свой кусочек свободы. Мои дорогие, ну тут споры, ссоры, они ни к чему. Понятно, если вы содержите этих детей, хотелось бы, конечно, от них хотя бы какого-то участия, да, но с другой стороны, вы поймите, что это такой возраст сложный, что каждый прошел через это. Подумайте о себе, о том, что вы делали в этом возрасте, о своих мыслях. Возможно, вы были и паинькой, но с другой стороны, все равно вот этот задор в душе, вот этот конфликт, противоречие, вы же понимаете, там мозг, он еще не сформировался. И даже если вашему ребенку 20, там как бы не все так четко работает, как у вас. Понятно, что вы как мама хотите хорошее донести, но некуда это, понимаете, не помещается. Нету того нейронного узелка, который бы это воспринял, как полагается. А здесь очень важно, я вот так вот вам скажу, общаться, и чтобы хотя бы был мир в доме. Понятно, что не переделать, понятно, что ссорами, спорами ничего не добьетесь, запугиванием ничего не добьетесь, угрозами ничего не добьетесь. Нужно, чтобы был мир, и пусть ваш ребенок с вами лучше делится, пусть всякой, может быть, чушью, которая приходит ему на ум, он с вами делится, но, по крайней мере, вы будете понимать, и вы сможете хотя бы понемножечку, полегонечку корректировать ребенка и направлять в более-менее оптимальное, безопасное направление. То есть я так просто вижу, что вы воюете, что вы вот прям очень сильно переживаете, да, но вы иногда себя сдержать не можете, вы очень раздражаетесь. А агрессия, она дает ответную реакцию, тоже агрессию, понимаете? И вот как бы коса на камень. Чтобы вам немножечко успокоиться, передохнуть, еще раз говорю, вот прям просто забейте на вот на свою правильность,
на свои какие-то догмы. Постарайтесь с ребенком найти общий язык. Пусть между вами будет доверие. Поверьте, этот момент вы переживете, это временная ситуация. А вот доверие очень важно в отношениях и важно для будущего. Так, мои дорогие, дальше я вижу у вас любовную сцену, любовного характера. Здесь мужчина женщине предлагает любовь и предлагает, я не знаю, тут уход за ней, деньги, предлагает, там, говорит, там, роди мне ребенка. То есть какие-то вот, кстати, еще может обещания давать, но обещания, видите, как он на руках, как будто бы русалку держит. Вот видите, мужчина, да, вот она русалка с рыбьим хвостом, вот он. А вот женщина, ну вот она, соответственно, у нас любовь, да, арочка сердечная. Смотрите, девочки, вот кому мужчина будет очень много заливать, обещать и прочее, прочее. Мужчина по вот этому русаличьему хвосту, он обманщик. Либо фантазер, либо обманщик, одно из двух. То есть человек может быть просто жить в своих фантазиях и быть оторван от реальности, а может человек специально обманывает, да, лишь бы там на вас произвести какой-то там вау-эффект. Будьте аккуратны, потому что, нечестен он с вами, да, ну, как бы вот то, что он говорит, нужно делить, ну, на 3, допустим, да, 3, 5, такие цифры уже, да, даже не 1. Вот, будьте поаккуратнее, потому что вы можете попасться на удочку вот этих вот добрых, ласковых слов, потому что я так вижу, красиво он поет, соловьем поет, и вам нравится то, что он говорит, вы к нему тянетесь, он вас может соблазнить, он вас может куда-нибудь даже втянуть в какую-то аферу, либо неприятность, понимаете? Будьте в этом плане аккуратнее. Так, мои дорогие, на этом отсыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.